Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Идеологи русского мира никогда не скрывали своей ненависти к нерусским народам. Всегда они это пропагандировали в своих постах, в своих статьях, в своих видео. И вот яркое проявление такой ненависти и такое вот презрение, да, к нашим народам можно просмотреть вот на недавнем видео, вот на этом. Ассимиляция, то есть обращение как бы в русскость, это благо. И наоборот, когда там различным этносам говорят: а давайте вот вы у себя вот заведете какой-нибудь там, что называется, мелкую этническую идентичность, она не нужна сейчас ни для чего, кроме для раскола России. Потому что она ничего не дает, что называется, ты не переведешь Данте на язык малого народа. У тебя просто не хватит. Ну даже на коме не сможешь, да. Вот. Конечно, нет. То есть можно, конечно, попытаться, но это будет такое очень тяжелое извращение. Что русский, я думаю, все-таки не может быть дрянью в качестве русского. То есть, грубо говоря, когда человек следует русскому национальному пути, все-таки это путь к Богу. Здесь мы видим, как один из идеологов русского имперского мира, русского нацизма и шовинизма Егор Холмогоров в разговоре с еще одним таким же русским нацистом Антоном Красовским, который в свое время призывал сжигать и топить украинских детей, сидят и рассуждают об ущербности нерусских народов. И Егор Холмогоров говорит о том, что все нерусские народы должны ассимилироваться в русскости. В этом их предназначение. А вот те, которые пытаются сохраниться и остаться самими собой, вот эти малые народы, что в этом ничего хорошего нету, что это приведет только к расколу России. И как доказательство ущербности наших народов они говорят о том, что вот невозможно перевести Данте на языки малых народов, на языки коренных народов России. Меня вот просто удивляет их вот эти высказывания, которые, давайте просто рассуждать. Еще когда-то недавно русский язык был ущербным в своей собственной стране. 200 лет назад российская элита, дворянство не разговаривало на русском языке, считая его языком черни. Они разговаривали между собой на немецком языке, на французском языке, в меньшей степени на английском языке, читали литературу в оригинале на этих языках. На русском языке тогда никто между собой не разговаривал среди элиты. На русском языке разговаривали тогда миллионы крепостных русских рабов. Вот они на этом языке разговаривали. И вот эти люди сейчас говорят, что русский язык это вот такой великий, хотя русский язык это солянка разных языков. Множество слов, которые сегодня есть в русском языке, они позаимствованы из других народов, из других языков. Матрос, табак, телефон, банк, деньги и многие-многие другие слова взяты из других языков, в том числе и из тюркских языков. А сейчас они с таким презрением говорят о наших языках. Но, по крайней мере, когда вот эти люди говорят так открыто об ущербности наших народов, о том, что наше единственное предназначение это быть ассимилированы в русском народе, они, по крайней мере, хотя бы не скрывают этого. И сегодня, еще буквально недавно, они когда были, скажем так, маргиналами в России, их никто не слушал, у них было очень мало последователей. Сегодня эти люди вхожи
высокие кабинеты Кремля, имеют там своих последователей уже, имеют там свое влияние, распространяют свою идеологию уже вот на чиновников кремлевских. И эти их мысли, они уже выливаются в законы, в изменение Конституции Российской Федерации, когда русских называют государствообразующим народом, в изменения в законах, когда запрещают обязательное изучение государственных национальных языков в национальных республиках. Именно их идеи через чиновников потом распространяются в Российской Федерации. Как доказательство тому вот фотография, где на Всероссийской конференции, посвященной школьному образованию, сидит министр просвещения Сергей Кравцов, а по правую руку от него сидит православный олигарх, человек, который спонсировал оккупацию Крыма, оккупацию Донбасса, Константин Малафеев. По левую сторону от него сидит тот самый Егор Холмогоров и еще один, наверное, главный идеолог русского мира, русского имперства – это Александр Дугин. Вот вокруг него, вокруг Сергея Кравцова, вокруг министра просвещения не сидят ученые, не сидят профессора, не сидят академики, а сидят вокруг него идеологи имперского русского мира, шовинисты, явные шовинисты и нацисты, которые мечтают об уничтожении всех нерусских, их ассимиляции и распространении русского мира на все другие территории, с захватом этих территорий, уничтожением других людей, других идентичностей, других национальностей. Вот вокруг с такими людьми сегодня сидят наши министры и слушают их. И, как я сказал, они не скрывают этого, они свои идеи открыто пропагандируют. Но меня удивляют наши башкиры, которые исполняют эти приказы, не просто исполняют, а бегут с радостью исполнять эти приказы, шовинистические, которые пытаются уничтожить наш же башкирский народ. Я не говорю о Ради Хабирове. Ради Хабиров это не башкир. Человек, который так ненавидит башкирский народ, с такой ненавистью относится к башкирскому народу и к республике Башкортостан, не может быть башкиром по национальности. Это не башкир. Я не знаю, кто он по национальности. Меня удивляет люди, которые действительно облеченные властью, которые действительно являются башкирами. Ну вот тот же самый Азат Бадранов, Урал Кельсинбаев, Азамат Абдрахманов. Азамат Абдрахманов вообще с Ишимбайского района, с села Макарова, такое древнее башкирское село. Меня удивляют наши депутаты Зариф Буйгускаров, Эльвира Айткулова, Динар Гельмуддинов. Меня удивляют наши люди, которые сидят во Всемирном Курултае башкир, такие как Юлдаш Юсупов, Лариса Абдуллина, Зухра Буракаева, ну и многие другие. Люди, которые, многие из них в совершенстве владеют башкирским языком. И вот эти люди не просто молча исполняют приказы, которые поступают вот из этого шовинистического Кремля, московского Кремля. Не просто молча, они бегут с радостью навстречу к ним и говорят: разрешите быть полезным. Что нужно исполнить? Что нужно сделать? Сейчас все сделаем. Эти люди, вот эти башкиры, я помню, когда был принят закон об необязательном изучении языков народов России в школах, помним, да, 2017 год, эти люди ходили среди наших же башкир и успокаивали. Тогда во всех национальных республиках было максимальное возмущение. Тогда башкирская общественность встала на дыбы, проходили акции протеста, митинги, флешмобы, а вот эти башкирцы ходили вокруг нас и говорили нам: ничего страшного не происходит, все нормально, выделят много денег, язык надо учить в семье, сейчас дадут много денег, и мы, вот увидите, еще больше башкир будут говорить на башкирском языке. Но это же не произошло, стало еще хуже намного. Сегодня дошло до того, что даже 2 несчастных часа, которые нам выделяли на башкирский язык и на башкирскую культуру,
сократили до 1 часа. И опять никаких возмущений, наоборот, взяли к исполнению и начали тупо исполнять. Они мне напоминают, вот эти люди, они мне напоминают французов и француженок времен гитлеровской оккупации, которые с цветами встречали немцев, гитлеровцев, помогали им во всем, служили им во всем. Вот такими они мне кажутся людьми сегодня, вот эти башкиры наши, которые пытаются, даже не пытаются, а служат вовсю российскому Кремлю, уничтожая свой собственный народ, уничтожая свою собственную культуру, свой язык, свои традиции, помогая сажать своих национальных деятелей. Я знаю, что много-много башкир, которые сегодня сидят во власти, среди чиновников, есть настоящие башкиры, которые, скрипя зубами, вынуждены исполнять эти законы. С такими людьми, конечно же, в будущем, когда этот режим рухнет, а он обязательно рухнет, мы, конечно же, с такими людьми найдем язык общий. Но мы никогда не найдем общий язык с теми, которые сами бежали исполнять вот эти приказы, пытались услужить, пытались помочь в уничтожении идентичности башкирского народа, пытались помочь в ассимиляции башкирского народа, в уничтожении башкирского языка. С такими людьми мы не найдем язык общий. И их ждет судьба тех же самых французов и француженок, которые были коллаборантами во времена гитлеровской оккупации. Многих из них тогда казнили, многих из них посадили, их, скажем так, открыто показали всей стране, всей Франции, что они предатели. Их лица были открыто показаны, их опозорили вселюдно. Вот такая судьба ждет и башкирских коллаборантов. Тех, которые помогают исполнять вот эти вот преступные приказы, которые убивают наш башкирский народ. А пока запоминаем, что говорят нам, что открыто говорят нам всем русские идеологи, делаем свои выводы и понимаем, что у башкирского народа нет никакого будущего, совместного будущего с этой Российской империей, с этими русскими шовинистами. Наша судьба – это жить отдельно от этого государства, создать свое собственное, отдельное, независимое башкирское государство и сохраниться в нем как народ. Иначе нас ждет действительно настоящая ассимиляция. На этом все. Хау болғат, хурмәтле милләттәшләр, осыршага тиклем.